Самые главные актуальные новости дня в эфире информационной программы «Хаберлер» в студии Фадиме Сейтмамут. Здравствуйте, смотрите в нашем выпуске. В Москве прошла церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым. Жители 70-квартирного дома в Бахчисарае не могут приватизировать свое жилье. В Крыму отметили профессиональный праздник «Энергетика». Об этом и не только, смотрите в выпуске «Хаберлер». Сегодня в Москве прошла церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, который был убит в результате вооруженного нападения. В церемонии прощания принял участие президент России Владимир Путин. Память посла увековечили как в России, так и в Турции, где произошла страшная трагедия. За проявленную стойкость, мужество и большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации Владимир Путин посмертно присвоил погибшему дипломату звание Героя России. Именем российского посла назовут улицу в Анкаре, где расположено российское посольство, а также выставочный зал в турецкой столице, где было совершено убийство. Вооруженное нападение на высокопоставленного российского дипломата произошло в понедельник в Анкаре. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма, повлекший смерть человека». Наш корреспондент Асан Абибулаев присутствовал на церемонии прощания с послом на площади Смоленской в Москве. В центре Москвы прошла гражданская панихида погибшему послу России в Турции Андрею Карлову. В церемонии прощания принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Также проститься с Карловым пришли глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров, дипломаты, родные и близкие. Каждый желающий может прийти и проститься с российским дипломатом и возложить цветы. В Государственном совете Республики Крым прошла очередная сессия, в которой приняли законопроект о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий. Кроме того, сегодня стало известно имя нового вице-премьера Крыма. С места событий Султания Ситакаева. В ходе заседания были внесены изменения в закон Республики Крым о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий. Заместитель председателя Государственного совета Ремзи Ильясов отметил, что закон подразумевает различные льготы на коммунально-жилищные услуги. Мы старались внести изменения в закон, мы внесли их. Сегодня были приняты эти изменения. Теперь реабилитированным гражданам будет скидка 50% на уголь, газ, электричество, горячую и холодную воду. Граждане будут в полном объеме пользоваться этими льготами. Мы, депутаты и Госкомнадз, хорошо поработали, понимали ситуацию и старались принять изменения. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов рассказал, что закон вступит в силу через 10 дней после подписания главы республики. Для предоставления льгот реабилитированным гражданам необходимо обратиться в органы труда и социальной защиты населения по месту жительства. Предполагается уже законом взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме не более 50% указанного взноса. Мы знаем, что эта норма стала новой для многих квартиросъемщиков. И сегодня уже данная категория граждан, имеющих право пользоваться льготой как реабилитированные, получают возможность оплаты такого взноса в пределах 50%. Также дополнительная норма – это оплата стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению при проживании в домах, не имеющих центрального отопления. То есть те граждане из категории реабилитированных лиц, которые пользуются нецентральным отоплением, проживающих в соответствующих домах, получают право 50% оплаты компенсации за потраченные ресурсы при приобретении разных видов топлива. Принятый проект закона позволит создать правовую основу для предоставления дополнительных мер социальной поддержки реабилитированным гражданам в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, уважение в обществе. Также в ходе заседания согласовали назначение на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым Павла Королева, бывшего замминистра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева. Полагаю, что наша совместная работа будет плодотворна, эффективна. Много задач прикладного характера, организационно-правового свойства, о котором
мы с вами будем говорить подробно в другом формате, на заседаниях комитетов. Буду стараться оправдать вашу поддержку и доверие. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал Павла Королева опытным человеком, который очень много взаимодействовал с Республикой Крым. Опытный чиновник, работал в ведомстве Министерства экономики, очень много взаимодействовал с Республикой, имеет опыт становления Крыма в 2014-2015 годах, поэтому выглядит уверенным, опытным чиновником. Вопросы, которые ему делегированы, очень болезненные для Крыма. Это вопросы земельные, имущественные, кадастр. На следующей неделе планируется итоговая сессия Госсовета, где будет рассмотрен бюджет 2017 года. Султания Ситакаева, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что резолюция Генассамблеи ООН по Крыму состоит из пропагандистских штампов и не имеет ничего общего с реальными положениями вещей. А также посоветовал обратить внимание на ситуацию с правами человека на самой Украине. Сергей Аксенов отметил, что Крым готов принять иностранных наблюдателей, если такое решение примет президент. Нам скрывать нечего, подчеркнул глава республики. Председатель Госкомнадзора Республики Крым Заур Смирнов заявил, что Крым готов предложить Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции по Украине. И Генеральная Ассамблея ООН, и сама Украина прежде всего должны обратить внимание на ситуацию с правами человека в самой Украине. Недавние события в очередной раз подтверждают, что сегодня Украина – это та страна, в которой вообще отсутствует понятие прав человека, где сегодня зарождаются идеи нацизма, фашизма. Ярким примером тому является недавний разгром в еврейской синагоге, которому до сих пор украинские власти не дали никакой оценки. То, что касается Крыма и то, что касается документов в отношении республики, то мы считаем, он подготовлен без учета мнения крымчан, он не соответствует реальному положению дел в Крыму и полностью является продиктованным со стороны Украины и теми государствами, которые сегодня влияют на Украину как на субъект международного права. Сегодня у нас есть большое количество фактов о нарушениях прав человека в Украине, и поэтому мы работаем над тем, чтобы направить соответствующий документ в ООН. Если они не знают о нарушениях прав человека в Украине, то мы обязательно напомним и предоставим весь перечень таковых фактов. Генассамблея ООН в принятой в понедельник резолюции призвала к международному мониторингу ситуации в области прав человека в Крыму. Автором проекта резолюции выступила Украина. Жители 70-квартирного дома по адресу Мира 5 Бахчисарая обратились к нам. Они уже год не могут приватизировать свое жилье. Ситуация не сдвигается с мертвой точки. Более того, местные власти намерены вселить в подвальное помещение людей без определенного места жительства. В проблеме разбиралась Сабрие Халиляева. Новость о непрошенных гостях вызвала негодование всех жителей этого дома. Все от мала до велика обеспокоены тем, что в их доме вместо обещанного спортзала будет приют для асоциальных людей. В подвальном помещении хотят поместить людей без определенного места жительства. Конечно, мы очень все встревожены. В доме у нас очень много маленьких детей, слабые, больные, инвалидов очень много, пожилых много. Поселились, но, к сожалению, до сих пор приватизации нет. Из-за переживаний по этому поводу я даже в больницу попал. Этот 70-квартирный многоэтажный дом год назад выдали репатриантам. Однако по сей день у владельцев квартир нет приватизации на жилье. Помимо этого, местные власти хотят в подвальном помещении этого дома устроить пункт обогрева для бездомных людей. По словам жительницы этого дома Элеоноры Папиковой, жители поселились в дом в этом году. В марте сразу же стали собирать документы на приватизацию жилья. В апреле все документы были поданы в администрацию города Бахчисарая. Но по сей день права на собственность у жильцов нет. Мы хотим от своего имени поблагодарить правительство Крыма, главу Республики Крым, заместителя, то есть Сергея Валерьевича Аксенова, Руслана Исмаиловича Бальбека. Это люди, которые стараются, прикладывать все усилия для благоустройства как депортированных, так и всех граждан Крыма. Но вот местные наши власти, городские, городская, в частности, городская администрация, задерживают, игнорируют наши просьбы, наши интересы не принимают во внимание. Наша съемочная группа вместе с жителями дома по улице Мира 5 решила попасть на прием граждан к главе администрации города Бахчисарая Александру Трянову. Но прием оказался не теплым.
Я просто не вижу как бы документального подтверждения. Ну, вам же сказали. Объяснили порядок, работы. Ну, я говорю, покажите здесь. На сайте. Пойдемте, я вам покажу. Пойдем. Пойдем. Я вам покажу. Меня трогать не надо. Пойдемте, я вам покажу. Трогать не надо. Пойдем. Давайте, пойдем. Проходите. В очередной раз поход жителей в администрацию закончился безрезультатно. Но люди не теряют надежду, что органы власти найдут компромиссное решение. Сабрия Халиляева, Энвер Аблазис, телеканал Миллет. Украинский «Приватбанк» перешел в собственность государства. Минфин страны выкупил 100% акций организации за символическую сумму в 1 гривну. Решение о национализации «Приватбанка» было принято в конце прошлой недели. В капитале банка ревизоры обнаружили недостачу в 148 миллиардов гривен. Позднее президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти намерены спасти «Приватбанк» от падения, которое могло создать угрозу для всей банковской системы страны. Порт Стамбула активизирует регулярное морское сообщение между Сочи и Крымом. Об этом на заседании морской коллегии при правительстве Российской Федерации заявил заместитель министра транспорта России, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Алерский. По его словам, крупные туроператоры выступают за то, чтобы российские граждане имели возможность путешествовать на круизных судах с общегражданскими паспортами, в частности, в Стамбул. В Симферополе состоялась конференция «История народов Крыма. История мировой цивилизации. Крым на перекрестке цивилизаций». Инициаторами проведения конференции выступили Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, Дом дружбы народов и Таврическая академия Крымского федерального университета имени Вернадского при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России. Преподаватели и студенты Таврической академии КФУ имени Вернадского, представители национально-культурных автономий и специалисты по вопросам межнациональных отношений администрации городов и районов Республики Крым приняли участие в конференции. Гости награждены почетными грамотами. В ходе работы последней конференции, которая была организована Государственным комитетом по межнациональным отношениям в Ялте, мы увидели, что какую огромную работу проводят наши национально-культурные автономии. И мы со своей стороны хотели дать ему новые направления работы сегодняшней конференции. И, как всегда, мы привлекаем к работе нашего главного партнера, это Крымский федеральный университет с его мощнейшим научным потенциалом. В ходе проведения мероприятия были рассмотрены темы, относящиеся к различным областям истории, политологии, культурологии и философии, а также вопросы гармонизации межнациональных отношений. История народов Крыма, да, если так даже возьмем. Вот, мы с этой конференции хотим показать всему миру даже, что сколько тут народы и какие у них истории. Сегодня мы вместе, конечно, с Дом дружбы народов, они часто нас собирают. Такие конференции проводят, что, как можно сказать, с неопытного они делают опытного. Это очень здорово. Гости конференции познакомились с богатой крымской культурой. В ходе мероприятия был продемонстрирован фильм о деятельности Дома дружбы народов. Гульнара Каримова, Мавилей Юб, Руслан Хохлов, телеканал Миллет. 22 декабря в России отмечается профессиональный праздник «Энергетика». Это праздник представителей всех профессий, связанных с электрической и тепловой энергией, чья работа очень важна для страны и ее населения. В свой профессиональный праздник все энергетики и работники, чья деятельность связана так или иначе с энергетической сферой, принимают поздравления от представителей власти, коллег, семьи, друзей и близких. Преувеличить значение энергетики в нашей жизни сложно, ведь от нее зависит жизнеспособность всех других отраслей экономики и комфорт, тепло и свет в наших домах. Без энергетиков мы бы замерзали в темноте, лишенные многих благ цивилизации. Профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности, охватывающий выработку, пересдачу и сбыт потребителям энергетической и тепловой энергии, отмечается ежегодно 22 декабря. Наша съемочная группа направилась в Севастополь. Здесь функционирует 22 подстанции. На одной из них трудится 27-летний Эмир Ибрагимов, электромонтер по обслуживанию подстанций. Он работает здесь с 18 лет. Эта подстанция снабжает все прилегающие поселки. Эмир Бей рассказал нам о том, как начинается утро у энергетиков. Обход заключается в выполнении у нас каждый день. На каждый месяц выдают нам форму, по которой мы проходим обход территории, смотрим сколы, трещины, уровни масла.
проходы не образовались ли на территории подстанции, там, связанные с какими-то либо терактами. Все это учитывается, записывается и докладывается в случае обнаружения. Эмир Ибрагимов признается, энергетики связаны с опасной для здоровья и жизни деятельностью. Зачастую они вынуждены работать в суровых климатических условиях, ликвидировать аварии, многие из которых возникают вследствие изношенности сетей. В связи с увеличением населения курортной зоны поселка Орловка к 2020 году планируется увеличение мощности подстанции. Эмир Ибрагимов рассказывает о работе данной подстанции. Мы находимся в закрытом распредустройстве 6 киловатт, в котором большая часть оборудования была заменена с масляных выключателей на вакуумных выключателей. Вакуумные выключатели более надежны, безопасны для оперативного персонала и быстрое отключение. Кроме того, поздравления с профессиональным праздником сегодня получили симферопольские работники энергетической отрасли. Сотрудникам теплоэлектростанций вручили почетные грамоты и ценные подарки. Я хочу поздравить всех энергетиков с нашим профессиональным праздником. Не только нас. Кроме энергогенерирующих предприятий есть еще и Крымэнерго, и энергосети. Я хочу всем пожелать здоровья, счастья и удачи в наступающем году. И чтобы было поменьше всяких проблем, чтобы был только один позитив. Несмотря на то, что в России День энергетика – обычный рабочий день, отмечают праздник достаточно торжественно и на правительственном уровне. Поздравил работников данной сферы сегодня и глава Крыма Сергей Аксенов. На своей странице в Facebook он отметил, что важным приоритетом работы правительства республики является развитие внутренней генерации. Гульнара Каримова, Сабрия Халиляева, Аким Бекиров, Энвер Аблязиз, телеканал Миллет. В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в отделении вокального искусства прошел торжественный концерт заслуженной артистки Республики Крым Левизы Чалбашевой. В программе прозвучали произведения русских, зарубежных, крымско-татарских и украинских композиторов. На концерте побывала и наша съемочная группа. В концерте под названием «Удивительный Крым» приняли участие студенты всех курсов вокального отделения. Студентка 4-го курса Мирьям Селимова отметила, что Левиза Чалбашева – высококвалифицированный преподаватель, который прививает любовь к классической крымско-татарской музыке. Левиза Резавина, она преподает также крымско-татарскую музыку, не только классику, не только русских композиторов произведения дает нам, но также и крымско-татарскую музыку, и обучает нас именно произведениям крымско-татарского народа, чтобы мы также любили свой народ и не забывали обязательно культуру своего народа. Студентка 4-го курса Надежда Ионова рассказала, что Левиза Чалбашева всегда понимает, поддерживает и направляет ее в нужное русло для развития голоса. Она очень добрая, очень ласковая, нежная, всегда на уроках говорит только хорошие слова. Вот, и всегда мы понимаем друг друга. Ну, как преподаватель я считаю, что в музучилище самая лучшая. Поздравить Левизу Чалбашеву и выступить на концерте пришла и заслуженная артистка Республики Крым Назире Эмир. Она отметила, что с Левизой Чалбашевой знакома уже много лет. Она, помимо того, что очень творческий человек, она прекрасный человек, прекрасная женщина. Мне очень нравится методика ее преподавания. Она пытается индивидуально подойти к каждому студенту, каждого раскрыть, каждому дать того, чтобы он поверил в себя и раскрыть весь его творческий потенциал. Заслуженная артистка Республики Крым Левиза Чалбашева рассказала, что всегда старается исполнять произведения на родном крымско-татарском языке и через классическую крымско-татарскую музыку прививать любовь к Крыму. Мои студенты, конечно же, поют очень много репертуара крымско-татарского, и через нашу классическую музыку я стараюсь привить любовь к родине, к Крыму нашему. Вот. И им нравится очень петь крымско-татарские песни, они с удовольствием это делают. Левиза Чалбашева раскрыла тему «Удивительный Крым», объединив поэтическими строками понятия «отчизна» и «малая родина». Султания Ситакаева, Энвер Аблязиз, телеканал Миллет. На этом наш выпуск завершается, но наша информационная служба продолжает следить за новостями и готовить следующие выпуски Хаберлер. Желаю вам приятного вечера.